Здравствуйте, уважаемые спикеры, коллеги. Мы рады приветствовать вас на второй международной научно-практической онлайн-конференции АПЕИПШ. Меня зовут Нана Ивичани, я модератор конференции. Тема конференции – инновационные технологии в образовании, новое время и новые подходы. Организатором является Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия. Участниками конференции являются педагоги, научные сотрудники, представители органов управления образованием и специалисты системы общего профессионального образования и многие другие. Конференция проводится с 23 по 25 марта. Выступают 12 спикеров. Регламент выступления каждого спикера 30 минут. И 10 минут отводится на дополнительные вопросы. Большая просьба к спикерам придерживаться регламента. Подключиться к нашей конференции помимо площадки Zoom вы также можете, перейдя по ссылке на наш канал в YouTube. Ссылка указана в чате. В ходе всей конференции проводится интерактивная игра. Участники, собравшие слово из пазлов в презентациях выступающих, получают приз от компании Апсуа Тур за самый первый правильный ответ «Тур по Абхазии». А остальные победители получают сертификат от Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия. Слово необходимо отправить на номер, указанный в чате. Также в конце конференции самый активный участник получает сертификат от Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия. Большая просьба к слушателям отключить микрофоны, чтобы не мешать выступающим. Задавать вопросы спикерам вы также можете в виде сообщений в чате. Будьте с нами на протяжении всего прямого эфира. Уверена, что вам будет интересно. А теперь перейдем к программе. Первым выступает спикер Габли Инал Соломонович, министр просвещения и языковой политики Республики Абхазия. Зиге, Ялахо, конференция. Абуп Шахалахо, Такуп Амтахишукшаз. Рабхинаргона Харцвитша, Схерхона, Табук Хашверстахопа, Карандинамтез, Табхокра, Ду, Хашерпшез, Аджиба Хирбез, Харцвитша, Тарза, Истеруита, Ирзамарет Замест, Убрен, Лицо технологику, Рала Галара, Уэзейзел Шаз, Табук Тарашверст, Ахоп, министр Ахцала, Ахцот Хавал, Нахагдзарх Тахоп, Уэзис Запшуп, Рахицку Рыжлапа, район Цепихадзам, Патрюзджа Арцвитша, Папхидзенергон, Зукра Харака, Зукра Ду, Супертрузи технология Схаярхона, Язапшиз, Алчебзия, Табук Тарашверст Тахоп. Агис Яхя, Иждерует из изгуахарах конференция и чуть-чуть технологий, инноваций, отзывать системы. Гугут зару курачаход, фишхан пехазапшуп, еще шоицо эфира, мамзерги коллега Цверахина фиштрафил что-то цапала, уги азахьев, еще физиман фиала, матела, брюза зара, бри лекторе, шимазе, да. Хай курахот. Чезнеки выпис дырцом, яха хамют куинана лымшироп, и удоснахот луску зикажна хамуцелует яха, и отпуск шо аги алчалдерхойд, уэзэ баднахела знана барахата, яха пи конференциями пуску барабоб, кшвяровыми пуску фесов, мям шахла. Сара тема систему Сергея Сертит, коллега Ча, из группы технологий. Абсолютно зимдер ворзе из морехот из банзер презентация урусфила и кусарфет уже сортует. Ливон, можете открыть мою презентацию?
Alagab нас рабха пie tēmām. Сейчас тема ящиков технологий по языку, коучинговые технологии в учебном процессе. Еще раз хочу поприветствовать всех наших участников, да, кто сегодня на нашей конференции. У нас сегодня очень много спикеров, кто будет рассказывать, да, освещать темы, связанные с инновациями, да, в образовании, в системе образования в целом. Программа расширена, есть на наших социальных страницах, в социальных сетях, в Фейсбуке, в Инстаграме. И на электронную почту вам тоже наши коллеги присылали в районе, поэтому можете ознакомиться. Удобно для вас время выходить в прямой эфир через Zoom или через YouTube-канал. Поэтому будем рады вашим вопросам, каждому спикеру. Они этого ждут, чтобы была наша обратная связь. Мы это делаем для вас, для педагогов, для директоров, для всех, да, кто связан с системой образования. Поэтому ждем вашего активного участия. Нана, вы уже сказали, что мы проводим интерактивную игру, да? Да, я уже объявила. Хорошо. Вот. И победителей мы тоже наградим, соответственно, активно участвуйте. Моя сегодняшняя тема звучит как коучинговые технологии в учебном процессе. Что это значит, да? Какие технологии и какие принципы связаны с этим, да? Вот, есть известный психотерапевт, да, с большим именем Милтон Эриксон, и он был одним из родоначальников коучингового подхода, в принципе, да. Этот подход чуть-чуть отличается от психологии, да, тем, что фокус сделан на будущее, на решение будущих задач и целей человека. И в образовании эти принципы, которые он применял в своей работе, очень хорошо ложатся. Да, эти принципы работы педагога. Вот первый принцип хотел бы с вами обсудить тоже, что со всеми все окей, да, со всеми все хорошо. Что это за принцип, что это значит? То есть, как бы себя человек ни вел, в каком бы состоянии он ни был, отношение, да, например, педагога к ученику такое, что, да, вот у него есть все ресурсы. У педагога, да, вот такое вот отношение к своему ребенку, своему ученику, что с ним все в порядке, что у него есть все силы, да, для изучения того или иного материала, для достижения своих целей, задач. Например, вот, да, вот, скажем, в плане поступления, да, в высшее учебное заведение. Можно на этом примере сделать, да. Этот принцип, он очень хорошо применяется как раз в обучении. А есть ли у вас примеры, например, да, вот, в своей практике, вы тоже можете написать в комментариях, где это проявляется, да, у вас в работе. Я тоже буду читать. Вот. Второй принцип, который Милтон Эриксон использовал в своей практике, в своей работе, это принцип наилучшего выбора. Что это значит? То есть каждый человек из текущей ситуации всегда делает наилучший из возможных для него выборов. Да? Даже если у него, может быть, в его мировоззрении этот выбор ограничен, например, прогулять урок. Да? Вот, мы его будем корить, но исходя из этих принципов, ребенок сделал наилучший свой выбор, да, из того, что у него было. А если мы будем изучать глубже, да, почему ребенок не пришел на урок или на контроль, да? Там специально проверил, как вы думаете, почему для него это наилучший выбор? Можете написать в комментариях, как вы считаете. Вот я вижу, что Лёду Рипш участвует, 3-я школа Воронова, Зыбская, 2-я, Человек Обжаров школ. Айбет Бечемчера Пешков. Вот, какое у вас мнение? Почему для ребенка это был наилучший выбор? Не для нас, конечно, может быть, как для, да, работников системы образования, не для вас, но для него это был наилучший выбор, скажем, не прийти на контрольную. Он, может быть, заболел, да, вот завтра контрольная или сегодня там он не подготовился к профу, и он там не пришел, или сделал вид, что он болеет. Как вы считаете? Есть мнение? Коллеги, пока не вижу ваших комментариев. Средняя школа номер 2 Тхварчал.
Белла, как вы считаете? Ну, пока будем ждать комментариев, я жду от вас обратной связи, чтобы это был все-таки диалог. Перейдем к третьему принципу. Да? Принцип изменения не только возможен, но и неизбежен. То есть мы, как педагоги, можем помочь нашим детям, да, поверить в то, что и быть уверенным, что изменения, они всегда есть. Скажем, например, сегодня ребенок там, учится плохо, да, но у него есть все возможности для того, чтобы улучшить свою успеваемость, да, или там, найти тот предмет, который у него лучше получается при поступлении, да, уже при окончании школы. То есть изменения, они всегда есть. И вот они возможны, и наша задача им содействовать, этим позитивным изменениям, педагогу в первую очередь. Этот принцип, вот, он как раз заложен в коучинговом подходе. Когда работает коуч со своим клиентом, этот принцип, он из него изначально исходит. А в образовании это, конечно же, тоже применимо на 100%. То есть мы обучаем детей для чего? Чтобы они менялись к лучшему. Да? Мы их воспитываем, обучаем как раз с этой целью. Вот. А в работе со сложными учениками, да, вот, например, с хулиганом, да, вот у кого есть в классе хулиган, вот, этот принцип тоже хорошо применяется. Можете поставить плюс, у кого есть в классе дети, которые ведут себя девиантно, да, то есть не исполняют там, поручения, указания педагога или ведут себя вызывающе. Есть такие у вас ученики? Так, Лолита пишет, что боится получить плохую отметку. Да, правильно. Поэтому он не приходит на контрольную, согласен. То есть это его наилучший выход, да, вот, который ему кажется, что он есть. И, соответственно, да, возвращаясь ко второму принципу, в чем наша задача? Расширить количество этих возможных выборов. Сделать так, чтобы ребенок увидел и другие возможности, да, не только там не прийти к контролю. А мы могли бы ему помочь с помощью вопросов, да, что тебе сложно в этой теме, какие там у тебя вопросы по ним, чтобы ребенок чувствовал поддержку от вас, чтобы он не просто избегал этой контрольной, или подсознательно, да, организм его заболевает, и он не приходит в самый нужный момент. В плане третьего принципа, соответственно, тут тоже стоит нам с вами обсудить. Да, вот Мадина Шоу пишет, таким образом ребенку кажется, что он уходит от проблемы, что это наилучшее решение проблемы остаться дома. Да, согласен. Звук выключен. Звук выключен. На основном. Вот сейчас пишем. Нал Соломонович, вас не было слышно? Сейчас уже слышно. Сейчас слышно? Да. Хорошо. Качество звука плохое, вот Роман пишет. Как сейчас лучше стало слышно? Сейчас хорошо слышно. Не знаю, как и нам. Но нам слышно хорошо. Пятая школа Гудаута. В каждом классе, думается, есть дети, не выполняющие требования учителя. Угу. Ну вот, например, да, я совсем недавно услышал историю, в России это произошло. Ребенок ворвался в класс с учебным автоматом Калашника, который там раздобыл в классе НВП, и начал там матом ругаться на своих одноклассников, на педагогов. И педагог, вот исходя как раз из вот этих принципов, которые мы обсуждаем, как-то спокойно отреагировал на это и сказал: ой, мой хороший, а что с тобой случилось? Тебе совсем плохо, да? Не стал на него кричать, и ребенок от такого отношения сразу опустил свой автомат, да, и зашел в класс, да, увидев это отношение позитивное к себе, да, и понимая.
И, кстати говоря, почему дети себя ведут вот по-хулигански, как вы считаете, в чем их мотивация? Ну, это уже связано с 5-м принципом позитивного намерения. Какие у вас есть мысли по этому поводу? Буду читать в чате. Вот у кого есть в классе, скажем, вот Лола Кракискiri пишет, зависит от возрастных особенностей. Ну, скажем, 8-й, 9 класс, переходный, да, возраст. Там, или даже 10-й, 11-й бывает. Вот, когда я учился в школе, у нас были такие старшеклассники, которые задирали, да, всех там младших и старших. Вот почему это происходит? Если, да, покопаться в причинах. Кроме кризиса, да, возраста, что еще? В семье могут быть проблемы. Угу. Согласен. С друзьями. Угу. Да, это вот да, корень, да, откуда происходит. А чего хочет этот ребенок, да, вот, который так себя ведет? Он действительно хочет конфликтов или что-то еще, комплекс проблем, возрастные особенности, семейные, межличностные. Саид пишет. Так, их множество. Амина, ладно. Проблемы в семье. Угу. Переходной возраст. Хорошо. Ну а вот какая его цель, да, вот такого поведения? Зачем? Можно же спокойно себя вести, там, да, никого не задирать, ни с кем не драться. Так, на него обратили внимание. Вот Слава, я согласен. То есть он таким образом на себя обращает внимание. А для чего он это делает? Чтобы на него обратили внимание. По-другому тоже можно, да? Получить 5, на него обратить внимание. Или ответить лучше всех. Недостаточная подготовка к контрольной работе. Ага. Вот давайте вот эту тему разовьем, чтобы на него обратили внимание, да, на этого ученика. То есть он хочет внимания. Чего он еще хочет? Крик о помощи. Угу. Вот Саид Бей пишет, что согласен. Комплексы, Лела Кракискiri, понимание, Стелла Чампа пишет, да, согласен, вот абсолютно согласен. То есть он, какая-то у него есть, да, вот эта заноза, проблема, боль, которую он хочет вот таким образом заглушить или действительно, чтобы ему помогли, на него обратили внимание, да, его признали, полюбили, неуверенность в себе. Угу. Преодолеть стресс, повысить уверенность в себе. Угу. Согласен. Вот как раз 5-й принцип, да, я перескочил сейчас на 5-й, гласит о том, что это тоже проявление его позитивного намерения, да, несмотря на то, что внешне это кажется очень агрессивно, да, и неподобающе, изнутри, да, есть принцип, да, у него этот позитивный. И мы должны как педагоги, вы как руководители, да, школ, детских садов, университета, должны это понимать, да, чтобы, да, не делать выводов преждевременных. И этот принцип, он заложен тоже в работе коуча. Вот, соответственно, всегда есть это намерение у человека, какой бы выбор он ни сделал. 4-й принцип о том, что у каждого человека, у ребенка в том числе, да, у ученика есть все ресурсы для того, чтобы достичь своей цели. Да, у него есть все ресурсы. Даже если кажется, что этих ресурсов нет, у него есть потенциал найти этот ресурс. Да? В жизни у вас тоже наверняка есть такие случаи, когда кажется, что вот возможностей нету, все двери закрыты, да, вот нету времени, средств, денег, там, не знаю, чего еще, связи. Но исходя из этих принципов, в каждом человеке эти ресурсы можно откопать. Надо просто содействовать этому. И вы, как, да, сотрудники образовательных учреждений, можете сделать это, содействовать тому, чтобы ребенок научился находить эти ресурсы
самому себе. Или научился так взаимодействовать, коммуницировать с людьми, что эти ресурсы ему предоставят, да, ему помогут. Ну, а, конечно, самое главное – это его внутренний потенциал. И вот этот принцип, он действительно в образовании очень тоже хорошо применяется. Помочь ребенку поверить в то, что он уже всемогущий, что он уже чемпион, да, что у него эти уже вот способности заложены от природы, его таланты, да, в первую очередь, которые ему дарованы Богом, он может найти в них и их использовать. Вот. Как вы с этим принципом согласны? 4-й принцип. Применяете ли вы его в школе? Или, может быть, вы замечаете, что как раз школа пока этого не дает? Школа – это не только учеба, но и воспитание, диалог с учеником и решение проблем. Какие еще мысли у вас по этому поводу, по этим принципам? Вот в 4-й, да? Есть все ресурсы. Согласны вы с этим? Можно ли его использовать? Дорогие коллеги, мне нужно тоже ваше мнение. В каждой школе необходим психолог, который здесь и сейчас. Да, согласен. Вот, кстати говоря, мы сейчас разрабатываем в министерстве программу по созданию такой психологической службы при школах, чтобы они работали вот с профессиональной точки зрения. Да. Забираем инициативных выпускников АГУ, специалистов в сфере психологии и хотим, чтобы у каждой школы была такая возможность. Вот. И уже у нас есть проект, так что совсем скоро, я надеюсь, у нас это получится реализовать. Взаимодействие с людьми, стиль поведения. Банда. Вот. Ну и хорошо было бы, чтобы не только психолог отдельно работал с самим, да, но и в процессе урока эти принципы проявлялись, да, в работе педагога. Это не так просто. Сейчас мы с вами поговорили, но применить, реализовать их в одночасье, да. Ну, кто-то, я уверен, очень много таких педагогов, особенно с большим стажем работы, которые это делают уже неосознанно, да, подсознательно, они все эти принципы проявляют. Кто-то, да, еще не всем принципам этим, может быть, научился или еще не осознает, что у него есть возможность эти принципы проявлять. Поэтому вот мы сегодня это обсуждаем, я решил эту как вот тему выбрать. Эта тема, конечно, она такая бесконечная. Это только вот первая такая, первая ступень, да. Дальше есть технологии, уже техники конкретные, которые применяются в работе с учеником, да, там, или в этой работе коуча с человеком. Предложу вам такую идею, да, посодействовать детям стать самим объектом научного исследования, чтобы они изучали не просто предмет, там, историю, литературу, язык, а самих себя. Вот. И этот подход, я думаю, что и самим детям будет интересен, да, вот, а что его волнует, что ему интересно. Нам вот еще вопросы приходят, можете уже задавать их, кстати, вопросы. Это тоже, конечно, один из таких подходов в этом процессе коучингового исследования самого себя, то есть стать объектом. Исходя из этого, мне кажется, что цели, некоторые из целей, да, вот можно сформулировать так. Развить веру человека в себя, исходя из первого принципа, да, что с ним все хорошо, и вообще коучинг, да, это тоже про веру в человека. А образование, воспитание, я думаю, что как раз об этом тоже. То есть чем больше человек в себе уверен, тем более у него будут высокие результаты и в учебе, и в работе, везде. Если мы в школе сможем это заложить, чтобы дети действительно видели, ощущали себя, что с ним все хорошо, что он уже чемпион, что он уже может достигать, и уже в школе доказал это на примере каких-то проектов,
инициатив, эта вера у него постепенно будет расти. И педагог напрямую этому содействует, давая возможность ребенку проявить себя. Второй принцип можно, да, вот в формате цели, да, что человек делает всегда наилучший выбор. Да, цель наша, педагогов, системы образования, расширить границы возможного выбора. Скажем, раньше у человека было 4 направления, а сейчас их бесконечное множество или сотни вариантов. Да? И он может не просто там кричать там, на своих сокурсников, там, драться с ними, а у него есть другие возможности. Дружить с ними, играть там, во что-то, да, или читать одну и ту же книгу. То есть эти границы, да, можно расширить с помощью нашего профессионального подхода. Третий принцип, да, про то, что наша цель, да, вот в чем она может выразиться, да, это взращивание гибкости в мышлении, да, то есть не только вот только, да, вот такая догма или вот как в учебнике написано, а может быть по-другому, да, то есть нам надо учить детей, я в этом уверен, этой гибкости. Вот, то есть изменяться, да, изменяться всегда, каждый день, и тем более сегодняшний мир доказывает, что без постоянной работы на себя ты не станешь ни лидером, ни, как сказать, на межстрановом уровне, ни в своем классе. Каждый день что-то меняется в мире. Если мы будем двигаться в ногу со временем, да, и научим этому детей учиться постоянно, то и страна изменится, то мы увидим другие результаты в экономике, в политике, в других сферах, в культуре. Это действительно вызов времени. Кто изменяется, тот того и время, того и мир. Кто не изменяется, остался в прошлом веке, кто не хочет учиться, считает, что то, что он выучил в школе, в университете, ему достаточно, ошибается. Поэтому наша цель, я думаю, что может звучать так. Четвертая цель, которая исходит тоже из принципа, да, вот Эриксона, да, о том, что есть все ресурсы, мы можем научить детей находить эти ресурсы. Да, в школе, в своем сообществе. Вот сейчас, кстати, проходит конкурс, организованным Рыбаков фондом. Они нам с удовольствием предоставили возможность участвовать. Вот Стелла пишет: научить подстраиваться под обстоятельства, быть гибким. Да, абсолютно согласен. Внедрить постепенно философию, да, обучения, ориентированного на ученика. Ладно. Угу. Согласен. Угу. У каждого ученика есть ресурсы, надо их развивать. 8-я школа. Согласен. Психологически грамотно сопровождать учеников по жизненному и образовательному пути. Вот. Так что четвертая, да, цель, вот если выявить из ресурсов, да, принципа научить их видеть и находить. И пятая цель, которая тоже исходит из принципа позитивного намерения, это развивать позитивное мышление и осознанность. Да, то есть человек уже в младшем возрасте, да, там, начиная с 15-16 лет, способен осознанно принимать правильные решения. И этой осознанности надо, конечно, содействовать. Вот вы говорили вверху про семейные проблемы, про проблемы с друзьями, или человек сам, да, в себе запутался. Вот это уровень, если мы будем поднимать этот уровень осознанности, то мы сделаем это намерение еще лучше, еще более позитивным и во внешнем мире, чтобы это не было агрессивностью, да, чтобы это не было девиантным поведением. Имам Соломонович, не забывайте, пожалуйста, про регламент. У вас осталось 5 минут на дополнительные вопросы. Да, я жду, соответственно, пока продолжаю свою презентацию, жду вопросов. Понятно. Соответственно, чем бы я хотел закончить, какой мыслью, это Джона Уитмара слова, одного из основателей, да, коучингового подхода, вот, известного специалиста в этой области, что мы и дети, и вы, и я больше похожи на желудь, который содержит в себе весь потенциал, чтобы стать могучим дубом. То есть мы от рождения уже наделены, да, как желудь, этим потенциалом, этой возможностью превратиться в могучий дуб.
И задача системы образования, педагогов в первую очередь в том, чтобы помочь этот потенциал раскрыть. Спасибо за ваше внимание. Спасибо вам за интересный доклад. Буду рад вашим вопросам. У нас есть еще... Нет, у вас только комментарии, вопросов нет. Ну, жалко, что нет вопросов. Давайте дадим время. Формулируйте. Скажите, у кого нет вопросов, у того нет знаний. Так говорил Генри Форд. И я хотел бы, чтобы вы тоже, как сотрудники школ, содействовали этим вопросам внутри класса. Если у детей не будет вопросов, значит, у него нет интереса к предмету. И ему как-то не совсем, да, вот ему безразлично, что он прошел, что он выучил. А если у него эти вопросы есть, значит, ему интересно. Если у вас вопросов нет, значит, вам не интересно. Давайте обсудим эти подходы, эти принципы, да, с чем, может быть, вы уже сталкиваетесь, что вы применяете, да, вот какие у вас вопросы в этом плане. Вы могли бы там передать слово еще коллегам или вот будущим спикерам тоже переадресовать этот вопрос. Ну, следующий у нас будет спикер, назовите его. Марина зовут, по-моему, да? Следующий, да, спикер Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева. Марина Ефимовна уже на связи? Да, она была на связи, если она не потерялась, надеюсь. Сейчас, секундочку, проверю. Вот Да, Ванда... она здесь. Да, она ждет в ожидании. Хорошо. Ванда пишет: развивать навыки управления личным временем. Прекрасно, да, замечательная цель. В школе этому не учат. Если вы это могли бы как-то внедрить в своей школе, подумать, да, может быть, внеклассное время или в формате онлайн об этом говорить, чтобы управлять личным временем, это действительно будет очень... Спасибо за ваше внимание, еще раз за ваши комментарии. Чтобы педагог стал выполнять функцию коуча, необходимо правительство при финансировании. Согласен, этому да, нужно обучить, и я к этому, соответственно, тоже готов поднимать этот вопрос, чтобы мы эти навыки, да, передавали нашим педагогам. Вот. У меня есть, кстати, коллеги, которые обучают этому. Вот сегодня будет выступать, не вернее сегодня, а в конце третьего дня будет выступать Настанда Садова, она тоже моя коллега, она училась коучингу в России. И она тоже имеет желание быть одним из таких проводников этих идей. И всех желающих напишите, пожалуйста, кто сегодня нас слушает. Мы пригласим на такой тренинг, на такой семинар, чтобы эти принципы, да, технологии, она будет про них рассказывать, внедрять уже в практику. Спасибо, Инна Львовна. Пишет: благодарю за ваш интересный доклад. Хорошо, тогда передаю слово. Марина Ефимовна, вы нас слышите? Спасибо, Инал Соломонович. Сейчас выступает Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры технологий, профессионального обучения Института физики, технологий, информационных систем Московского педагогического государственного университета, руководитель магистерской программы электронные образовательные технологии, заместитель директора по научной работе ИФТИС, эксперт электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, федеральный эксперт Национальной родительской ассоциации. Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, что меня слышно. Я очень благодарна Инналу Соломоновичу за приглашение на эту конференцию. На самом деле тема очень интересная, и мне близок ваш подход. Потому что то, о чем вы говорили, это действительно сегодня все, что, на мой взгляд, не может не волновать современного учителя. Это и вопросы, которые хорошо бы задавать во время выступления, это и оценивание обучающихся, и изучение себя, и причинно-следственные связи, и возможность ошибаться. То есть это все те проблемы, они одинаковые, неважно, где мы живем. Вот у вас я посмотрела солнышко, а у меня за окошком снег. И это никак не влияет на сам процесс и на те размышления, которые волнуют каждого учителя. Поэтому я очень рада сегодня здесь быть вместе.
И давайте договоримся так. Я прошу участников по мере выступления моего задавать мне вопросы в чате. Я буду стремиться отвечать на них по ходу событий. Если будут вопросы на YouTube, я надеюсь, что мне тоже в этом помогут и передадут в чат для того, чтобы можно было оперативно говорить о насущном. У меня очень интересная тема «Современные технологии организации обучения», потому что это проблема, которая сегодня не может не волновать каждого. Мы живем в этом мире. И в этом мире не просто все поменялось, а изменилась сама ситуация, изменилось осмысление, изменились происходящие процессы, потому что мы, с одной стороны, изменили ситуацию организации обучения, потому что вдруг в какой-то период дом стал школой. В какой-то период мы изменили себя, и нам стало необходимым понять, а что теперь делать вот в этой сложной ситуации, в этом ракурсе с теми, кто обучается, кто пришел к нам и кого интересуют новые проблемы. Изменилось поведение людей, и изменился учитель. Мы сегодня вот такие, мы на массовом дистанции, кто-то учится дома, кто-то в классе, кто-то в школе, кто-то в вузе, и управление процесс идет совсем по-другому, и связано это с серьезной проблемой, с трансформацией образования. Я скажу, что я занимаюсь дистанционным обучением с начала 2000-х годов, и с того времени мы уже говорили, что очень важно понимать, что изменится обучение, изменится сам процесс, дети совсем другие, техника другая, и нужно на это реагировать. Но сегодня наступил момент, когда уже этого делать невозможно. Учитель оказался в достаточно сложной ситуации. С одной стороны, он приходит в класс, и у него здесь есть все возможности, ему все знакомо до боли, он все понимает, он знает, как себя вести, он знает, как управлять. Вы знаете, очень интересно, дети, когда я с ними совсем недавно разговаривала, они рассказывают о том, что они учителя-то потеряли, потому что когда перешли на полный дистант, и тот учитель, который ушел в дистант или сегодня выходит в класс, этот учитель, иронией судьбы, перестал быть очеловеченным. Он стал говорить: скачайте, посмотрите, скопируйте, решите, отправьте. А оказывается, наших детей, наших студентов, школьников интересует, какого цвета помада у учителя. Она отражает его настроение, как он сегодня одет, как он поставил свой портфель, как расположил свои учебники и тетрадки на столе, как он пишет на доске. И вот это все стало особенно ценным для обучающихся в этот сложный период. И оно, конечно, поменяло учителя, который теперь работает в других условиях. Мы должны для себя понять, что дистанционное образование – это не образование, это способ коммуникации. Это очень важно, потому что когда говорят о том, что оно плохое, в этот момент нет понимания, что это только коммуникация. Тот учитель, тот преподаватель, который отлично работал в обычных условиях, потому что сейчас уже непонятно, что традиционное, но обычные, очные, глаза в классе. Тот учитель хорошо работает, и когда использует современные технологии. Другой же вопрос, что надо понять, как эти технологии использовать, как их использовать в целях обучения, как сделать, чтобы они были всем приятны и понятны. Мы теперь с вами очень часто взаимодействуем через посредника. И вот этот посредник, мы его должны приручить. Это точно так же, как мы когда-то вошли в класс и думали, что делать. Я вот вспоминаю свою вожатую старшую, учительницу начальных классов, которая рассказывала, что когда она закончила учительский институт, это было в городе Ташкенте, ее распределили в школу мальчиков. И вот она пришла, знаете, такая стройная, высокая, с черной длинной косой, глазище на пол лица. И директор ей говорит: слушайте, что же я буду с вами делать? А школа мальчиков. И ее по русскому и литературе отправляют в старшие классы работать. А она стояла перед ним как школьница и думала: только бы он со мной не пошел, только бы он со мной не пошел. И он ей говорит: вы знаете, Валентина Сергеевна, я вас буду сопровождать, вы не бойтесь, мы все сделаем. И вот они идут в класс, она вся дрожит не от класса, а от того, что он за ней идет.
И в этот момент директора останавливают. Она заходит в класс, конечно, 10 класс, увидев красотку такую, учительницу необыкновенную, они стали себя проявлять, привлекать ее внимание. И когда директор подошел к дверям, он вдруг услышал там абсолютную тишину и только голос учителя. Так он и не решился войти в класс. И когда урок закончился, Валентина Сергеевна вышла из класса, счастливая и довольная, он у нее спрашивает: что вы им сказали, что вы с ними сделали? Но это осталось тайной. Она никогда не выдала тех слов, которые она сказала своим ученикам. И нам она говорит, что я произнесла это единожды в жизни, но это решило всю мою дальнейшую судьбу. И вот сегодня мы тоже с вами должны решить, как быть в этой ситуации с новым посредником. Ведь и наши обучающиеся, они тоже в этой среде общаются, они тоже общаются через вот этот инструмент. Только мы понимаем, что что-то они делают не так. У них как-то это очень быстро происходит. Они раз-два нажали, и у них пошел процесс. А мы можем искать, думать, как написать, точку поставить с большой буквы, запятую. И здесь мы должны учиться друг у друга, потому что совершенно очевидно, что то, что мы, как учителя, знаем, еще не знают и не умеют в том объеме системно наши обучающиеся. И это очень важная история. У нас появилась новая ответственность, мы стали открытыми. И если раньше, до вот этого пандемийного периода, мы с вами отвечали за то, что делаем, мы понимали, что мы должны в классе вести себя прилично, что мы должны говорить правильные слова, излагать научную теорию, то сегодня мы понимаем, что все, что возможно, все, что мы с вами хотим сделать, оно теперь открыто на весь мир. Я предполагаю, что вы испытали те же чувства, что и я, когда я выхожу в аудиторию к своим студентам или к слушателям системы повышения квалификации, я периодически обнаруживаю в группе 25 слушателей 30. Когда начинаю подводить итоги, вот эти все 30, то есть эти 5, которые пришли еще, они начинают тоже предъявлять свои работы итоговые, потому что они тоже были на всех занятиях. И если в очном формате в школе, в вузе мы закрыли дверь, то здесь мы открыты на весь мир. И это другая ответственность. Это другое слово учителя. Это то, к чему надо быть готовыми. И перейдя в аудиторию, когда мы сегодня находимся с вами в классе, и казалось бы, ну вот здесь все привычно, это очный класс, и это очень интересно, то нужно сказать, что ведь, понимаете, мы тоже теперь открыты. И теперь это слово «ответственность», оно совсем по-другому звучит. Потому что неизвестно, кто и как нас запишет. А потом процитирует, а потом еще и спросит. Вот у меня буквально вчера была лекция, и одна из слушательниц мне пишет: я прослушивала вашу запись, вот вы нам вот это сказали, а на записи в YouTube, то, что я в классе подвесила, этого нет. Ну да, конечно, я беру лекцию, и то, что до начала, пока просто общалась, я взяла и отрезала. Но студент пишет, и ты понимаешь, что все, что ты говоришь, оно может быть услышано, и ты опять это комментируешь. И этому нужно учить сегодня учителя. Нельзя с него спрашивать то, чему ты не учил, то, что не умеешь. У нас ведь в процентном соотношении очень интересная история. Творцов примерно 4% среди учителей. Тех, кто очень быстро подхватывает идеи, примерно 16%. Тех, кто подхватывает, развить не может, но использует, еще где-то около 20%. А дальше идет категория думающих, работающих по образцу или совсем не принимающих. И мы должны об этом помнить всегда, поэтому надо к этому готовыми быть и готовиться. Следующий важный момент – это тренд, это, знаете, мне думается, это важная эпоха в жизни вообще общества, потому что мы, думая о персонализации, реализуя эту направленность, даем равные права. Всем мы даем равные возможности. Вы, наверное, тоже помните, как вы ходили в больницы и учили детей.
имея специальность по одному предмету, а учили всему. И я тоже таким же образом работала. А сегодня я могу, открыв свой курс дистанционный, туда дать доступ всем тем, кто сегодня, независимо от его положения, находится вне границ класса. Персонализация – это новый уровень качества, это возможность обучения слушателя, ученика, студента по его запросу, ответы на его вызовы, разработка контента для именно этой категории обучающихся. И это новые технологии, которые надо использовать. Очень важный момент, когда мы говорим об обучении, реализовывать его в той среде, в которой обучающийся находится. Это один из серьезнейших моментов, потому что мы можем долго у доски рассказывать, что такое дистанционное обучение, и потом услышим, что ваше дистанционное образование – это ерунда. А вот если погрузить в эту среду, если дать возможность учиться в этой среде, ощутить себя по-другому, тогда мы с вами сможем и реализовать процессы иначе. Согласно закону об образовании Российской Федерации у нас есть статья, где прописано, что обучающийся имеет право быть везде, где он в этот момент может быть, с родителями или в командировке, по каким-то определенным условиям, а образовательная организация обязана обеспечить этот процесс. И вот это равные возможности. Как только мы понимаем, что идет такая здоровая конкуренция за студентов, за школьников, когда мы понимаем, что ребенок именно к нам хочет, у нас по-другому выстраивается учебный процесс, и мы стремимся правильно реализовать те возможности, которые есть. Мы с вами размышляем, в каком формате нам работать. Это формат гибридный, когда есть и онлайн, и офлайн. Это та ситуация, когда мы открыты всему миру, но есть точка доступа, где мы с вами находимся. И этому тоже надо обучаться, потому что учитель сегодня должен понимать, как ему учить в такой ситуации того, кто рядом, того, кто на другом конце планеты. Что с этим делать? Как использовать эту возможность? Что выбрать? Выбрать имитацию и просто размещать какие-то ресурсы, например, для удаленных детей, думая, ну, все равно дистанционно это плохо. Или размышлять над продуктивным процессом и научиться управлять и тем, кто в аудитории, и тем, кто удаленно, давая равные возможности, не размышляя над расстоянием, а закладывая расстояние априори в процесс как необходимость, как потребность. Мы сегодня увидели громаднейшее количество инструментария. Инструменты, которые просто физически невозможно даже освоить. И поэтому должны выбирать те, которые нам удобны. Я очень люблю коммуницировать. Вот вы видите, это мои магистранты, они на экзамене. И нет никакого страха, нет никакого ужаса, потому что технология воспринимается как естественный процесс, как то, что дает возможность общаться независимо от места нахождения. Серьезную реальность, такое, знаете, мощное оружие сегодня в руках учителя – это дистанционное наставничество. Это возможность найти себе друзей по духу, по идеологии, по предметным взглядам, по подходам, вот в этом глобальном пространстве. И я всегда говорю, для всех, кто хочет, всех, кто желает. Хотите научиться работать с цифровыми инструментами? Идите к Лизе Воробчиковой. Хотите видео снимать? Идите к Саше Степанову. О, вам интересна математика в начальной школе с современными инструментами? Идите к Оксане Карандашовой. Ах, вы не знаете, как использовать цифровые инструменты в начальной школе, а есть Инга Тихоновецкая и Татьяна Громова. И много-много таких коллег. С одной стороны много, а с другой стороны их можно по пальчикам пересчитать, которые готовы откликнуться, всегда работают в этом пространстве с радостью. И это наше удовольствие, потому что тогда ты не ощущаешь себя одиноким, тогда ты понимаешь, насколько ты сегодня нужен этому миру. И, конечно, сегодня как никогда важно понимать, что те ресурсы, которые мы создаем, тот процесс, который мы организовываем, в том числе очно. Я знаете, я не сторонник чистого дистанта абсолютно. Я люблю очень
очный формат, эти глаза, эти прищуры, когда ты можешь посмотреть, увидеть реакцию, увидеть, слушают тебя или слышат тебя. Это ведь очень здорово. Я стремлюсь, учусь это делать в том числе и в такой коммуникации дистанционной. Но однако, когда мы с вами создаем ресурсы, мы теперь должны учитывать и такого ученика, и другого. И поэтому все, что мы делаем, оно должно быть интуитивно понятным, оно должно иметь обратную быструю связь. Вы знаете, как интересно? Тот, кто уже попробовал работать дистанционно и учиться, он вдруг начинает другие вопросы задавать учителю и преподавателю. Он вдруг говорит, а что, нельзя это перенести в дистант? А здесь, например, только решать задачки? Или возмущается, почему учитель ему не отвечает мгновенно. Вот он идет, у него вопрос, он написал, ведь он маме пишет, мама отвечает быстро, он Васе пишет, Вася отвечает быстро. Почему не отвечает учитель? И таких вопросов много, и мы должны понять, как научиться эти вопросы решать. Появилась новая категория детей, и технология стала риском. Ну вот здесь такой красавчик, он сидел у компьютера, учитель ему что-то вещал, ничего не спрашивал, и он устал, и дистанционно это, конечно, плохо. Но знаете, есть очень разумные родители, которые говорят, устал? Вот тебе 3 дня отпуска, но только на улице, без всяких гаджетов. И вариантов событий 2. Один вариант – ребенок с радостью бежит в школу, потому что у него не отбирают любимые игрушки. И второй вариант – это улица, когда он правда отдохнет и с новыми силами берется за учебу. И мы это должны понимать, это так. Изменилась философия планирования. Мы теперь должны думать не о завтрашнем уроке, не о завтрашней теме, а планируя должны думать сразу о всей дисциплине. Но это отдельный разговор, это тема, на которую мы можем говорить отдельно. У нас появились риски образования современного, которые в том числе и выявили такие парадоксы. Знаете, как интересно? Ведь мы в очном обучении работаем, используя опыт столетий, наработанный веками, учителями, гордимся этим. А вот взяли, попробовали проанализировать, что было в первую волну пандемии и что происходит сейчас. И оказалось, что то, что было в первую волну пандемии, сегодня не так работает. Например, самый яркий пример. Все писали видео. Казалось бы, все воспринимают, ну ура, замечательно, все понятно. А сегодня ученики или студенты говорят, нет, видео длинно, видео надо смотреть, вы-ка нам сделайте подкасты. И учитель, преподаватель осваивает новые технологии. Мы еще много узнаем нового, того, что не видели. Возникли новые риски и учиться, и учить. И мы должны осознать, что рискуют и те, и другие. Понимаете? Нельзя встать на голову, на много голов выше и сказать, я учитель, мне трудно. Надо понимать, что сегодня и в очной, и дистанционной аудитории трудно всем. И тому, кто учится, и тому, кто учит. Это серьезная проблема и тоже отдельная тема. Мы должны научиться управлять этими рисками, потому что это отдельная история. Мы же взрослые, мы мудрее. Значит, мы должны в этой аудитории понимать, что и как делать в различных ситуациях. Мы должны понять, как себя вести, как выстраивать процесс, что с этим процессом делать, где, что и как говорить. Ведь наше слово, оно в этой ситуации очень волшебное. И поэтому, когда мы говорим об обучении в современных условиях, о технологиях, которые мы сегодня используем, мы должны понимать, что это новый уровень сознания. Мы независимо от наших устоев, от традиций, от вот этого, знаете, авторитаризма учительского, должны подходить к новому процессу осознанно, должны понять эту среду, которая возникла, быть мобильными и быть гибкими. Вот вчера Оксана Карандашева проводила интересный мастер-класс, и мы как раз говорили о гибкости, потому что это очень важно. И думаю, что сегодня и по вопросам, которые задавали Инол Соломонович, по комментариям, видно, что идет процесс осмысления. Каждый учитель хочет сделать его учебный процесс качественнее, помочь ученику. Но это трудно, надо в этом вопросе участвовать нам всем меньше. И вот завершая
свое выступление, следуя регламенту, я хочу предложить каждому сделать работу, наполненной жизнью, а не жизнь, наполненную работой, потому что мы все-таки в этом мире единожды живем, и надо, чтобы мы не существовали, не боролись, а жили, потому что это удовольствие, это наслаждение. Спасибо большое. Сейчас я поищу, где у меня тут вопросы, и попробую отвечать на вопросы. Там мои контакты. Хочу вам сказать, что я вас приглашаю всех на наши странички, где мы рассказываем о современных ресурсах, в таком быстром, коротком формате, где мы встречаемся с разными интересными людьми. Мы проводим специально для того, чтобы увидеть не только учебу, не только тот процесс, в котором мы задействованы по долгу своей службы, но и пытаемся организовать себя, поэтому приходите, я вас приглашаю. Ну и давайте, если есть вопросы голосом, я готова выслушать. Я вижу магистрантов своих, спасибо, что вы здесь. Видите, вот и опять открытость вам. Нигде не скроешься. Спасибо за интересный доклад. У вас есть вопросы? Да, Вам вот есть я вопросы? читаю. С Да. YouTube сначала? Ну, давайте, я слушаю. Как вы считаете, комментирование работ учащихся в формате коротких скринкастов позволит не потерять своих учащихся во время дистанта? Вопрос от Инги Тихоновецкой. Мгм. Инга Тихоновецкая – это учитель из Беларуси, учитель начальных классов, замечательная звездочка, она магистрантка наша. Я вам хочу сказать так, что мы во-первых, не должны использовать постоянно одно и то же, то есть мы используем разные форматы. Ответы в формате коротких скринкастов, а вы как отвечаете сами? Ведь для того, чтобы научиться говорить, надо использовать разные форматы. Это может быть текстовый, это может быть ограничение, если ты делаешь скринкаст там, до 10 минут, и пусть говорит. То есть все зависит от того, какой прицел у учителя. Что ты хочешь? Короткий ответ, ограничиваешь время. Это особенность сегодняшнего формата. Хочешь длинный? Ограничиваешь по-другому. Спасибо. Следующий вопрос. Как вы думаете, почему есть сопротивление в педагогическом сообществе онлайн-обучению и цифровым технологиям? Вопрос от Ирмы Крикпискири. Спасибо большое. Вы знаете, у меня здесь ответ однозначный. Это от непонимания самих процессов, потому что качественно дистанционное обучение дает такой же результат, как и очное. Первое. Второе, я глубоко убеждена, что первое высшее образование идеально должно быть очным, но с элементами дистанционных технологий. Потому что без этого сегодня нельзя. Но это тоже отдельная тема. Я думаю, что надо учиться, надо искать лучшее для того, чтобы организовать процесс. Ведь самое это страшное, если мы так и замрем в том пространстве, которое было, мы потеряем тех, кто к нам приходит. Они будут искать тех, кто, например, по верхам, очень быстро, непонятливо, но современный. А вот фундаментально и даже дистанционно это достаточно сложно, но это продуктивно. Отторжение от незнания. Знаете, как у меня были случаи, благодаря решению ректора Московского государственного областного университета, Пасечника Владимира Васильевича, он разрешил преподавателям на курсы ходить несколько раз. И вот для того, чтобы осознать важность этих технологий, преподаватели разного возраста приходили несколько раз, пока не приходило понимание, как это можно использовать. И тогда приходит озарение, и ты это делаешь. А пока не понимаешь, легче что сделать? Отвергнуть или сказать, что плохо. Спасибо. Следующие вопросы в чате. Ну, давайте я смотрю, это, по-моему, Ой, могу ошибиться, от Ольги Симоновой здесь вопрос, каким должен быть выпускник, способным ретранслировать полученные знания, тра-та-та. Знаете, я вам так скажу, когда приходит абитуриент, поступил в университет, ну, я 17 лет в школе работала, 13 лет директором, и вот уже, я не знаю даже сколько лет работаю в университете. И когда теперь я вижу студента, приходящего на первый курс, и
пытающегося отвечать на мои вопросы, я понимаю, что он боится меня. Вот он боится не просто меня, как Марину Ефимовну, а любого преподавателя, потому что он ждет, что за любое слово я ему ставлю оценку. Но мы забываем, что я как учитель имею право ошибаться, и каждый из нас, а ученику мы этого права не даем. И вот месяц-два уходит на то, чтобы обучающийся понял, что он ошибаться может, что он должен думать. Поэтому для меня очень важен думающий студент. И вот здесь, вот, я думаю, выпускник таким должен быть. Иначе мы будем иметь марионеток, которые просто выполняют то, что им говорят. Так, устойчивое соединение, здравствуйте. Если то, вот смотрите, да-да-да, интересный, Рима Грантовна, вопрос. 16% учителей, посмотрите, 4% создающие, творцы, они сделали и сбежали, отдали другим и пошли новое создавать. Еще примерно 16% это те, кто увидели изюминки, могут использовать, могут развивать. И еще около 20%, которые могут по этим разработкам работать и их трансформировать в свой учебный предмет. А дальше та категория, которая либо под козырек и будет делать, либо примерно 6%, которые совсем не принимают. Но это картинка общества. Мы здесь никуда не денемся. Мы просто должны понимать, как каждую из этих категорий учителей, преподавателей учить и поддерживать. Вот здесь очень важно, мало закончить курсы повышения квалификации, мало закончить институт или университет. Очень важно профессионально поддерживать учителя. Вот ежедневно, ежечасно. Без этого и 16% ничего не сделают, и 20%, и все другие. Какие возможности и перспективы я вижу в использовании дистанционных, ну, форм обучения дистанционных нет, мы говорим только о дистанционных технологиях, законодательство не поменялось. Здесь так, я глубоко уверена, убеждена, что часть учебного процесса должна быть дистанционной. Это дает равные возможности. Вот это принципиально, на мой взгляд. Просто они должны быть качественно сделанными, эти ресурсы. Спасибо, Марина. Так, сейчас я посмотрю еще что-то. Да, у Почему вас осталось несколько минут. Ага, хорошо. Переосмыслить стратегию, да. Это должны извилины наши работать, это мы с вами должны. Нужно ли профессионально сопровождать педагогов? Да, Ань, я сказала, что сопровождать обязательно, вообще просто всегда сопровождать. Закончил курсы, и программа не теряет слушателя, а только дальше продолжает с ним сотрудничать. Так, считаете ли, что учебный процесс будет качественный, если учащийся также примет на себя ответственность за его результат? Ну, знаете, для меня, например, ответственность родителей вообще никогда никто не исключал. Просто это должна быть параллельная работа. Мы с вами должны понимать, что родитель должен быть в теме, он должен понимать, какие процессы идут, но ответственность родительская, она, наверное, превыше всего. Это лучший авторитет для ребенка во все времена, как бы там ни было. Даже родитель, который для нас, может быть, и не занимается воспитанием, он все равно для ребенка родитель, и это исключить невозможно. Спасибо большое за доклад. Всего доброго. Мы сейчас приглашаем, дорогие слушатели. Если вы не устали, мы можем продолжить конференцию или же прерваться на 10 минут. Продолжим или? Напишите, пожалуйста. Все, значит, продолжим. Спасибо, всего доброго. Сейчас выступает Наталья Дмитриевна Вьюн, методист по начальному образованию муниципального бюджетного учреждения, информационно-методического центра развития города Находка, магистрант программы «Электронные образовательные технологии» Московского педагогического государственного университета. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, меня хорошо слышно, меня хорошо видно? Да, слышно. Все хорошо. Коллеги, я надеюсь, что вы будете активны в моем выступлении. Жду обязательно комментариев в чаты и в YouTube. Я смотрю как раз ваши комментарии, если что, смогу как раз с вами взаимодействовать.
Как вы поняли, сегодня мы с вами затронем тему сетевых проектов как эффективного инструмента решения воспитательных задач классного руководителя. А начну я свое выступление с замечательных слов Марка Матусовича Поташника. Вообще известно, что нельзя двигаться вперед с головой, повернутой назад. А потому недопустимо в современной школе использовать неэффективные, устаревшие технологии воспитания, изматывающие и ученика, и учителя, требующие больших временных затрат и не гарантирующие качество воспитания. Как вы поняли, образование сегодня молниеносно. И главные изменения происходят в обществе, которые влияют в том числе и на ситуацию образования. Это ускорение темпов развития. Цифровая образовательная среда – это то безграничное, открытое информационное пространство, которое дает безграничные возможности и педагогам, и учащимся выбирать для себя различные источники знаний. Это и медиа, и информационные источники, конечно же, коммуникативное пространство. Следуя цели национального проекта образования Российской Федерации, необходимо каждой образовательной организации вовлечь абсолютно всех участников системы образования, то есть и обучающихся, и педагогов, и родителей в развитие общего дела системы общего образования. Как правило, большинство из нас являются классными руководителями, учителя я имею в виду, да? Если вы являетесь классными руководителями, буду рада, если вы поставите плюсик в чате, чтобы я знала, что мы с вами на одной волне и как раз говорим о том, что вам близко. Классный руководитель в современной школе – это неформальная должность, да? А важный элемент единой образовательной системы, которая изменилась за последние годы. И современному педагогу необходимо соответствовать этому новому формату. И в данном контексте я хотела бы, конечно, еще обратиться к одному понятию, как развивающая образовательная среда. То есть все, что ребенка окружает и способно мотивировать на получение образовательных результатов. Она направлена на выявление разнообразных способностей, запросов детей, побуждения к деятельности, поиску абсолютно новой, интересной информации, выстраивание индивидуальной траектории развития. И задача педагогов, нас, как классных руководителей в том числе, подойти к планированию деятельности, добиться разнообразных форм, методов работы с учениками, нацелиться на саморазвитие, на самореализацию абсолютно каждого ребенка. И обязательно учитывать личные интересы, обеспечить, конечно же, непринужденность, вариативность процесса, потому что это очень важно для дальнейшего развития наших ребят, достойных граждан своего государства. И вот внеурочная деятельность, совместная работа учителей и учеников в свободное от учебного процесса время. А вот внедрение коллективных творческих проектов помогает как раз максимально комфортно адаптироваться в этом социуме. Учит общаться, эффективно взаимодействовать со сверстниками, конечно же, со взрослыми, с нами. И многие педагоги задаются вопросом, как же организовать работу классного руководителя в современных условиях? Вот как вы думаете? Пожалуйста, напишите в чате, буду очень рада, если увижу ваши ответы. Как же организовать? Конечно же, создавать форум по интересам, придумывать различные викторины, тесты, конкурсы, соревнования, вовлечения, игры, организовывать чат общения. Потому что ведь проведение дистанционных конкурсов, игр вовлекает учащихся в процесс самообразования, стимулирует творческое, инициативное мышление, развивает интеллект, независимо от места проживания и состояния здоровья. И главная задача нас, педагогов, педагогического коллектива в целом, наших образовательных учреждений, сделать школьную жизнь интересной, яркой, максимально лояльной к ребенку, чтобы каждый нашел для себя дело по душе.
смог использовать четко все предоставленные возможности для своего непрерывного развития, чтобы в памяти учеников мы остались не как те, которые дают только контрольно-измерительные материалы, а те, которые оставили в душе каждого ребенка частичку своего собственного сердца. И сегодня я хотела бы обратиться к одной из форм организации деятельности с ребятами в таком вот дистанционном формате. Это сетевые проекты. Наверняка вы в них участвуете. Я просто уверена, что вы и ваши ребята активные победители многих-многих замечательных сетевых проектов. Но вообще, что такое сетевой проект? Да? Евгения Семеновна Палат понимает сетевые проекты как совместное. Очень внимательно, да, сейчас понимаем, я небольшие акценты буду делать на определенных понятиях, да, совместное, учебно-познавательное, исследовательская, творческая, игровая деятельность учащихся партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение совместного результата деятельности. Основным видом деятельности в сетевом проекте, конечно же, является работа с информацией на разных носителях, в том числе, которая содержится в интернете. Как сказала Марина Ефимовна, сейчас вы прекрасно понимаете, что ребенок должен реализовываться в той среде, в которой он живет, в которой он находится, погружаться. И если есть такая возможность, конечно, реализовываться. А что дает педагогу участие в сетевом проекте? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в чате. Я думаю, что мы по завершению обязательно обсудим ваши ответы, и нам будет очень приятно, если вы будете совместно с нами общаться. Да? Что дает педагог? Конечно же, повышает свою квалификацию, осваивает новые сервисы, проводит мониторинг, да, сформированных компетенций учащихся, меняет свою позицию. То есть он теперь координатор, он наставник, он тьютор, он помогает участникам проекта продвигаться в проекте. Да? А какие навыки развиваются у школьников? Вот для чего мы используем эту форму деятельности? Взаимодействие в сетевом проекте школьников обладает, конечно же, метапредметными компетентностями в разных, абсолютно разных областях, надпредметные компетентности. Гибкие навыки. Формируется ответственность, принятие решения, да? Умение решать проблему, вливаться, продуктивно работать во временных постоянных коллективах. И, конечно же, принимать ответственность за выполненную работу. А вообще в школе нужны сетевые проекты? Участвуете вы в сетевых проектах? Организуете вы сетевые проекты? Напишите, пожалуйста. Сетевые проекты, вот, по моему мнению, необходимы. В сетевых проектах создается как раз та среда, которая дает возможность абсолютно каждому ученику продвигаться в определенном им самим темпе, находить, размещать информацию в том объеме, в котором требуется ребенку, участвовать в коммуникации. Я тоже не стала стоять в стороне и решила, что меня это тоже касается, я тоже этого хочу. Я также хочу двигаться в том направлении, в направлении организации деятельности, совместной деятельности с детьми. Целью нацпроекта образования является воспитание гармонически развитой социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических, национально-культурных традиций. Коллеги, а с чего же начать воспитание? На какие ключевые моменты стоит обратить внимание классному руководителю? Мне кажется, что сформирование у ребенка любви к родной природе, своим родителям, старшим, родному слову, героическим делам соотечественников. Каждому человеку нужно знать, кто он и откуда. Память о своих корнях, любовь к своему народу, к родной земле начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям, к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, которые связывают его с родным домом и ближайшим окружением.
Чтобы наши дети росли успешными и деятельными, уверенными в себе людьми, нужно с самого раннего детства прививать им чувство сопричастности к великой стране, к великому народу. Укрепление партнерских отношений семей воспитанников, школьников, образовательного учреждения вот как раз через создание этой атмосферы общности интересов, решение проблем нравственного, патриотического, социально-личностного воспитания поставила я и мои соавторы замечательного, на мой взгляд, регионального познавательно-педагогического проекта, который называется «Страна родная». Какие же мы поставили перед собой задачи? Воспитание чувства уважения, гордости, патриотизма, любви к своей стране и малой родине. Формирование предпосылок к поисковой деятельности через знакомство с историей, национальной культурой края и в том числе страны. Ну, я думаю, остальные задачи вы прекрасно видите на экране, не буду специально зачитывать. Да? «Страна родная» для нас стал тем ресурсом, который направлен был на формирование общекультурных компетенций учащихся, реализуемый совместно с образовательными учреждениями с использованием дистанционных образовательных технологий, а также электронных образовательных ресурсов. И как раз вот это активное использование информационных технологий проектной деятельности позволило значительно расширить возможности для развития и реализации инновационного потенциала абсолютно всех участников образовательной деятельности. Виртуальное сетевое взаимодействие создает как раз те реальные возможности для развития участников проектов компетенций инновационной деятельности. И вот в 2019 году был запущен первый проект-конкурс, который назывался «Страны огромная малая частица. Край Приморский. Родина моя». Но еще раз напомню, потому что я в настоящее время нахожусь и живу в Приморском крае Российской Федерации. Естественно, что проект был региональный, связан с той родиной, в которой мы живем, с Приморским краем. В первом туре «Восточный край страны родной» и во втором «Многонациональное Приморье» в общей сложности зарегистрировалось 58 команд Приморского края. Нужно отметить, что активность в основном у нас проявляют дошкольники. Было 46 команд дошкольных образовательных учреждений. И вот участникам первого тура «Восточный край страны родной» предстояло выполнить определенный ряд заданий. Уважаемые коллеги, если это что-то знакомо вас, конечно, будет мне приятно, если вы в таком же направлении двигаетесь сейчас. Я хотела бы просто рассказать, что я делаю здесь и сейчас для того, чтобы действительно поддерживать инициативу нашего государства, пусть даже так вот далеко, в маленьком, точечном, таком небольшом Приморском крае, с нашими ребятами. Я уверена, что вы это тоже сможете. Может быть, это и делаете. И вот первое задание нужно было выполнить буктрейлер. Мы расскажем вам о том, где с друзьями мы живем. Нужно было творчески рассказать о своей малой родине. Сочинить сказку, рассказ, презентовать ее, используя рисунки, фотографии детей. Но самым первым заданием, конечно же, нужно было не выполнить задание буктрейлера, да, но представиться. И вот сейчас вы видите как раз на экране те работы наших команд, которые были участниками данного проекта. Второе задание, которое предстояло выполнить участникам проекта, это создание эмблемы проекта. Ну и третьим заданием – создание коллективной работы на страже рубежей Приморского края. Команды творчески представили вооруженные силы, которые стоят на страже рубежей Приморского края, поздравили своих пап, всех защитников с праздником 23 февраля. Вот я вам сейчас немножко продемонстрирую те работы, которые были представлены на конкурс. Нужно отметить, вот сейчас вы видите, да, это команда как раз моего класса. В тот момент я еще была учителем начальных классов маленького села под названием Золотая долина. Но с чем-то, наверное, схоже название с вашей Абхазией солнечной. Да, у нас тоже Золотая долина есть, где в свое время росло очень большое количество садов с разными абрикосами и персиками. Поэтому так и нас назвали Золотая долина. Я решила изнутри посмотреть и прочувствовать тот проект, который был задуман для других. Ну, конечно же, как я могла обойти и своих любимых родных ребят, да, своего класса. Так, еще представим другие работы, в том числе у нас участвовали
различные учреждения разных городов, поселков нашего замечательного края. Во втором туре многонациональное Приморье задания уже носили иной характер. Ученикам нужно было уже создать видеопрезентацию «Дружба народов», создать, видите, презентацию «Играем вместе», когда команды творчески представили народную игру и с помощью рисунков, фотографий. Нужно сказать, что национальную принадлежность команда выбирала из состава команды, да, и описание правил игры было обязательным условием конкурсного задания. Живут в Приморье разные народы. Участники создавали, представляли альбом, в котором отражалась культура и традиции какого-либо народа, который живет в Приморском крае. Также вам продемонстрирую работы, которые были представлены на конкурс. Очень интересные работы. Вы знаете, что Российская Федерация многонациональное государство, у нас живет очень много народов, мы все дружим, мы все любим друг друга. Замечательные работы. Хочется отметить, что одной из составляющих проекта, конечно же, нужно было обладать грамотностью, да, педагогов, родителей в цифровом пространстве. Оформить буктрейлер в формате видеоролика, загрузить его на YouTube, создать слайды в коллективной презентации, оформить отчет в формате презентации, ответить на вопросы на этапе рефлексии в специальной форме Google, умение ввести ссылку в таблицу продвижения. Конечно же, это нужно было уметь. Или этому нужно было научиться. Хочется отметить высокий уровень выполнения заданий. Команды подошли со всей серьезностью к выполнению заданий. Заслуженные награды, разработанные авторами, не заставили себя ждать. Обратная связь с участниками конкурса помогает, конечно, делать его более эффективным. И субъективное мнение участников о проекте авторы отслеживали с помощью вопросов рефлексии. Вот сейчас вы видите как раз те таблицы продвижения, в которых отражались результаты участия наших команд. Конкурс не стоял на месте. Мы были воодушевлены той реакцией, которую последовала после первых вот этих вот туров, и мы приступили к реализации следующего проекта. «Крепкая, здоровая семья. Великая Россия». Командам предстояло выполнить задание на представление фоторепортажа «За здоровьем всем семьей», создать эмблему, виртуальную экскурсию, составить облако слов, игры, которые мы выбираем. Нужно отметить, что начиная с этого проекта расширяется география и возраст участников. В данном конкурсе уже могли участвовать абсолютно все участники, все команды, любые образовательные учреждения всей нашей большой страны Российской Федерации. И в том числе старшие школьники. Если у нас сначала было дошкольники и начальное звено, то сейчас уже можно было принимать участие и старшим детям. Следующий проект, сейчас пока давайте посмотрим эти работы замечательных наших участников. Следующий проект мы посвятили 75-й годовщине победе в Великой Отечественной войне. Так как в предыдущих турах команды выполняли творческие задания. Да? Посмотрите, пожалуйста, сейчас немножко продемонстрирую. Так. У меня время еще есть, да? Укладываюсь. Да-да. Ага, хорошо. Немножко продемонстрирую, потому что я думаю, что такие работы нельзя оставить безучастными. Понимаете, это все сплачивает, это все оставляет отклик в душе, и вот вроде кажется сетевой проект, а на самом деле столько вкладывается души каждым участником, каждой команды. Команды соревнуются, появляется конкуренция. Но, конечно же, побеждает дружба. Мы прекрасно понимаем, что главная цель – это не выигрыш, а главная цель – это сплочение команд, сплочение с родителями, сплочение с педагогами. Вот наш свет вечного огня, посвященный 75-й годовщине со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ребята, это как раз этот проект у нас попал на пандемию. И что делать? Все на дистанции. Как работать педагогом? Нужно отметить, что педагоги нашли в себе силы и работали дистанционно. Задавали задания ребятам, монтировали ролики, записывали своих ребят. Вы знаете, все прошло на ура. Замечательные работы. Вы видите, нужно было сделать макет, посвященный как раз тем событиям. Эмблему ребята выполняли. И нужно было выполнить конкурс, который назывался «Декламация стихотворения». Тоже у нас каждый получил свою награду. Замечательные работы.
Мы пошли дальше, и уже с осени прошлого года, да, мы провели следующий проект, который назывался «Приморье заповедное». Нужно отметить, что в этом проекте уже приняло 70 команд региона участия. Экологический фестиваль «Моря. Верные друзья» – это мы, и вы, и я, посвященный Всемирному дню моря. Нужно было оформить выступление в формате агитбригады на тему сохранения Японского моря. Да? Презентация одного из заповедников нашего, из 6 заповедников Приморского края. Создать виртуальную стену, в которой отразить особенности выбранного заповедника. Сейчас вы видите замечательные работы, да, на доске Padlet. Представить отчет о проведении праздничного мероприятия. Все это делали наши коллеги со своими ребятами. Но, вы знаете, рефлексия показывает как раз то отражение, ту связь с участниками проекта. Мы вроде организаторы, да, мы вроде все придумали, а вот реализуют же самые участники благодаря своему участию. Да? И в настоящее время, коллеги, обращаю внимание, у нас реализуется следующий проект, в котором уже участвуют, послушайте, 132 команды как Приморского края, так и других регионов нашей страны. То есть если в 2019 году 3 таких активных педагога, 2 дошкольника и 1 с начальной школы задумали такой проект, на сегодняшний момент, в 2021 году у нас уже участвуют 132 команды. Им также выполняют различные задания. Вот видите, придумывали извините, пожалуйста, эмблему космические дали, вот сейчас она только-только закончилась. Дальше, посмотрите, нужно было выполнить макет, замечательно. Сейчас идет реализация с 3-го задания. Вообще, сетевые проекты – это как раз межличностное взаимодействие и сотрудничество в коллективе. Направленность на саморазвитие, социальную ответственность, формирование исследовательской, учебно-познавательной, ценностно-смысловой деятельности. Конечно, я хочу привлечь педагогов, я вижу, что многие педагоги с образовательных учреждений, с обычных школ, да, активные педагоги сегодня среди нас присутствуют. Я хочу сказать вам, не бойтесь, это все очень на самом деле просто. Освоите Google сайт, найдете таких же активных, как и вы, и это все будет реализуемо, сами загоритесь, и станут активны, конечно же, и ваши друзья, ваши коллеги. Вот только что я вам сказала, что сейчас уже реализуется до 26 марта у нас следующий этап. Это космические истории, когда нужно продекламировать литературное произведение. Еще раз повторюсь, приглашаю вас на страничке нашего образовательного сетевого интернет-ресурса «Страна родная». И хочется пожелать коллегам успехов в организации сетевых проектов и, конечно же, в образовательном пространстве. Ну, немножко расскажу о себе. Это мои странички в соцсетях. Буду рада приветствовать новых активных участников в своем сообществе. Огромное вам спасибо за приглашение. Я надеюсь, что когда-нибудь я обязательно к вам приеду еще очно. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам за интересный доклад. Будем вас ждать. Да, он больше практического характера, да? Как бы. К вам есть вопросы в чате, можете просмотреть. Так, ну давайте. Так, создают ли сетевые проекты благоприятные условия для полного раскрытия способностей потенциала школьника, его восприятия к привязанности к чести? А как вы думаете? Мне кажется, вы заранее уже знаете ответ на этот вопрос. Конечно же, потому что по обратной реакции, которую мы видим в участии в сетевых проектах, можно легко увидеть ту душевность, ту теплоту, с которой реализуется тот или иной проект, то или иное участие той или иной команды. Так, в реальности, к сожалению, для реализации таких проектов нужно вкладывать не только... А теперь я вас разуверю, ни одной копейки не было потрачено нами для реализации данных проектов. Почему? Потому что 3 педагога, которые немножко владеют электронно-образовательными ресурсами, владеют Google сайтом, создали проект на информационной площадке, сделали рекламу в Инстаграме и Фейсбуке. Все, коллеги. И дальше нашли экспертов, которые оценивают работу, и работа закипела. Все. Так, ну давайте еще посмотрим, да? Да, в чате у вас есть вопросы еще. Ой-ой-ой. Насколько эффективны развивающие игры в онлайн-режиме? Ну, это, конечно, сразу нельзя ответить, эффективно, неэффективно, но думаю...
Нет. Меня слышно? Наталья Дмитриевна, похоже, что у вас проблемы со связью. Наталья Дмитриевна, спасибо за интересный доклад. А сейчас выступает следующий докладчик, спикер Татьяна Анатольевна Жукова. Один раз с этим, с кружкой. Татьяна Анатольевна Жукова. Да, я здесь. Коллеги, здравствуйте. Здравствуйте. Время только немножко раньше, чем планировалось, да? Сейчас, секунду, Да. я дверочку прикрою. Секунду. Татьяна Анатольевна Жукова, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 13 города Обнинска, методист Центра смешанного обучения, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. Коллеги, здравствуйте. Очень приятно сотрудничать с Абхазией. В этом году отдыхала в Абхазии, очень понравилось. Солнечная страна, доброжелательные люди. Надеюсь, сегодня наша встреча с вами тоже пройдет на такой доброжелательной волне и поучимся друг у друга. Итак, коллеги, я демонстрирую экран. Если я буду переключаться, поэтому мне тогда будете комментировать, видно экрана, не видно, потому что некоторые моменты я бы хотела... Видно, слышно, все хорошо. Отлично, хорошо. Я не буду сейчас включать режим показа, потому что я буду потом переключаться, какие-то моменты такие. Ну, начинаем. Итак, коллеги, основная цель современной школы состоит в том, чтобы создать систему обучения, которая бы удовлетворяла образовательные потребности каждого учащегося в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Об этом нам говорят постоянно на каждом, так скажем, на каждой встрече. Это записано в Авгост, например, у нас. И деятельность должна протекать эффективно, потому что так эта деятельность будет давать качественные результаты. И если учащихся имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, они будут, естественно, выражаться ярче и будет интереснее учиться. Учебная деятельность идет более успешно, если у учеников сформировано положительное отношение к учению. Есть познавательные интересы, потребность в познавательной деятельности, а также если у них воспитаны чувства, ответственность и обязательность. Учителям и наукой накоплен большой арсенал методов, направленных на формирование положительных мотивов учения. Ведущую роль в стимулирующих методах играют межличностные отношения учителя и учащегося. Использование влияния межличностных отношений на ребенка приводит к формированию у него позитивного или отрицательного отношения к процессу обучения в школе в целом. Я больше не буду зачитывать, я сейчас буду с вами разговаривать чисто вот таком на учительском языке. Понятно, что вот от этих высоких слов мы никуда уйти не можем, и мы, естественно, когда ведем уроки, обязаны ориентироваться на них, выстраивать свою педагогическую деятельность именно в таком ключе. Действительно, к нам приходят ученики. Я работаю в начальной школе, в первом классе приходят ученики, белый лист. Понятно, что у них есть опыт дошкольного учебного заведения, совершенно разный багаж, с которым они приходят, но очень хочется, чтобы этот багаж пополнялся, и причем пополнялся с удовольствием. И для этого мы пытаемся подавать такие приемы и методы, чтобы детям было действительно интересно. Без интереса никак. В этом году, в том учебном году, на нас так вот внезапно свалился коронавирус, да, у нас пандемия, и мы сели все на карантин, и что делать, как быть? Вот честно говорю, что у людей был ступор, страх какой-то, как это все победить, как это сделать так, мы же учителя, мы должны сеять доброе, вечное всегда, не только онлайн, да, вернее офлайн, но и онлайн. И поэтому, так как все-таки я давно уже занимаюсь сетевыми ресурсами, когда-то был такой проект замечательный «Началка.ком», я была активным пользователем этого ресурса, активным участником этого портала, разработка сетевых учебных проектов, сетевые ресурсы. Вот сейчас как раз Наталья Дмитриевна говорила тоже о сетевых проектах, это все знакомо. И благодаря вот тому
опыту, который у меня был, вот эта пандемия прошла для нас с моим классом очень хорошо, очень спокойно, и как бы никаких проблем в этом не было. Родители не жаловались, мы находили общий язык, то есть многие ресурсы, которые я брала для работы, были для них новые, но как бы имея какие-то уже возможности и умения, да, то есть мы, так скажем, их наоборот еще, эти наши умения улучшили, так скажем. Итак, я бы хотела вас сейчас познакомить вот с такой схемой коммуникации. С 1 класса я организую блог для класса. Блог – это продукт Google. Google – это замечательная такая площадка, где я ее называю так, точка притяжения, где я складываю какие-то материалы, где я организую какие-то ссылки, подводки, тексты какие-то пишу. У нас там есть разные, я сегодня покажу вам этот блог, есть какие-то разные вещи, которые детям полезны для уроков и также для неурочной деятельности. И это просто чисто как летопись класса используется. Итак, каким образом мы во время пандемии работали? Вот посмотрите, в центре сидит учитель, естественно, да, мы организовали одну из комнат, вебинарная комната, вот как Zoom, мы работали в Zoom. И как дополнительный аэродром у нас еще был Skype. Мессенджер может быть совершенно любой, но он нужен. Для чего? Ну, вы понимаете, вот всего сейчас только что случилось такое, что, ну, не работает, да, сервис, нельзя, нет возможности в него зайти, зависает, и можно воспользоваться другим каким-то мессенджером, где можно зайти, вот также открыть и увидеть всех. Обратите внимание, на моей схеме коммуникации два вида линий, да, желтые и красные. Вы знаете, во время пандемии для меня было большим открытием и гордостью, что дети самостоятельно общались между собой дистанционно. То есть я пыталась выстраивать так задания для того, чтобы дать им толчок к этому. То есть это очень удобно. Обратите вот на это внимание, что, причем даже их не надо было учить. Дети учатся быстрее нас, и некоторые мессенджеры уж точно они знают лучше нас. Итак, у меня есть блог в формате в инструментах Google. И таким образом, вот у меня мой блог, посмотрите, он работает у меня на протяжении всей моей начальной школы, всех 4 лет. Обратите внимание, что мы работаем с этим ресурсом и онлайн, и офлайн работали активно. И вверху вы видите странички, да, которые у меня присутствовали. Вы знаете, чем хорош вот эта площадка? Тем, что она бесплатна. Единственный момент, чем есть какой-то минус, это то, что регистрация детей до 13 лет запрещена, то есть там после 13 лет. Но мы на собрании с родителями договорились о том, что родители сами зарегистрируются, могут дать ник ребенка, то есть они контролят. То есть в любом случае ребенок самостоятельно на начальном этапе, естественно, туда не заходит. Все подконтрольно родителям. Этот блок я использовала активно, причем очень активно во время пандемии. Вот вы сейчас видите страничку урока, приблизительно задание к 6 апреля, обратите внимание, вверху 2020 год, да, то есть что здесь есть, каким образом я выстраивала свой урок. Я привлекала ресурсы Google, о чем я сегодня вам буду рассказывать. И посмотрите, русский язык, да, например, повторяем здесь. Если вы видите вот любое подсвеченное слово здесь, это какая-то ссылка, которая ведет на сторонний какой-то ресурс. То есть это или тренажер, или это видеофрагмент, или же это какая-то таблица, или это, ну, что-то такое, за что я могу у ребенка спросить и поставить отметку. Возможно, так. Ну, также, естественно, мы пользовались учебником. Естественно, куда деваться, в любом случае тему проходить нужно, и работать с этой темой нужно. И вот вы знаете, очень интересно, что во время пандемии очень хорошо прошел такой формат, я думаю, что вы слышали уже о технологии смешанного обучения, такой формат, который называется перевернутый класс. Когда ты даешь ссылку на какой-то источник, а вы знаете, что сейчас в сети очень много готовых уже источников, где можно взять информацию по новой теме, это у нас и тот же YouTube, где выкладывают свои задания, это и Quora, есть такой конструктор уроков, где тоже большая база, есть и Learning Apps, где тоже есть вещи, на которые можно посмотреть, использовать тоже в формате перевернутого класса. То есть есть место, где можно взять готовый урок, где дети могут уже поучиться и прийти к учителю онлайн уже с готовым сознанием, только со своими вопросами. Итак, едем дальше. Какие же инструменты я использовала для работы? Вы знаете,
Я с Google дружу уже очень давно. Почему? Ну, во-первых, простота и удобство, возможность обратной связи, возможность совместного редактирования. Вот если бы сейчас сказали, что из этого самое важное, вот для детей и для педагогов, естественно, самое главное – это возможность совместного редактирования. Почему? Сидя в разных точках мира, мы можем зайти по ссылке, да, по доступу в один и тот же документ, внести какие-то изменения, оставить свою лепту, свой след. Это очень удобно. Давайте посмотрим сейчас на меню, да, что нам предлагает Google. Посмотрите, пожалуйста. Причем перечень здесь достаточно большой, но я использую в своей работе не все, ну и некоторые, что, возможно, я сегодня что-то не успею сказать. Итак, что я использую в своей работе? Ну, первое, конечно, чтобы получить доступ ко всему вот этому кладу, богатству, копилке, вы должны обязательно иметь аккаунт Google. Что это значит? Это значит, как я всегда рассказываю педагогам, это значит, что после собаки должно идти так, gmail.com. Зарегистрироваться, открыть такой аккаунт, это очень легко. В поисковике написать, создать почту Google, прям русскими Google, не обязательно на английском языке. И вам поисковик выдаст эту возможность, и вы спокойно зарегистрируетесь. Получив эту возможность, если вы зарегистрировались, у вас есть уже аккаунт, вы заходите на почту, и в правом верхнем углу вы увидите там, сейчас я все покажу чуть позже, 3 такие, я их называю соты. Нажимаем, и мы видим вот это меню. Все предложения, все сервисы Google. Такая замечательная палитра возможностей огромная, что действительно изучать. И замечательно, что это есть, это бесплатно, и причем... Ну, и не говорят, и надежно достаточно. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть. Итак, про почтовый ящик сказала. Помните, что доступ ко всему у вас будет только в том случае, если у вас есть аккаунт Google. То есть, ну, элементарно, если обычным словом, имеете почту в аккаунте, да, в этом. Имея почту, все, вот эти сервисы у вас под рукой. Что же вы можете взять отсюда? Посмотрите. Одним из самых замечательных вещей, которые может быть, это... облачное хранилище, называется Google Диск. Google Диск – это, ну, можно сказать, флешка. Я поехала куда-нибудь, да, и не взяла с собой флешку, но мне строго понадобился материал, который у меня там залит. Я захожу с любого компьютера, ввожу свои данные, логин, пароль, как обычно, захожу на почту, и по волшебному мгновению у меня этот диск на месте. Вот я также ездила в один из городов, и вот флешка у меня почему-то не заработала, и я вот таким образом демонстрировала презентацию прямо из облака, с диска. Там достаточно большая там достаточная память, 15 гигабайт, по-моему. Я думаю, что на очень долгое время, вот сколько я с Google знакома, до сих пор пока, только вот сейчас, последнее время, у меня уже пишут, что ваше хранилище на базе заполнения, то есть уже надо подумать о том, что сделать, или почистить, или докупить определенный, да, докупить можно уже за определенную плату. Давайте сейчас я прервусь, остановлю показ и попробую вам продемонстрировать экран. Так, вот таким образом, наверное, мы сейчас сделаем. Совместное использование. Сейчас, секундочку. Так, вы мне только говорите, что вы сейчас видите, хорошо? Так. Мой рабочий стол видно? Был виден ваш рабочий стол. Сейчас видно, как вы заходите в Google. Да, все отлично. Угу. Для того, чтобы было более понятно, что я делаю, я сейчас вам покажу. Итак, смотрите, вот у меня почта моя. Ну, по почте я рассказывать ничего не буду, я думаю, что это сейчас не в этом задача. Вот они, 3 волшебные кнопки. Вам видно, коллеги? Да. Ага. Вот я нажимаю сюда и попадаю вот в это волшебное место, о котором я сегодня вам говорила. Вот они, эти все приложения, все ресурсы, которые представляет Google. Их действительно очень много, и эта коллекция пополняется постоянно, то есть Google развивается, и он достаточно гостеприимный. Итак, мы с вами сейчас идем в диск. Диск, еще раз напоминаю, это облачное хранилище, где вы можете зайти
и сделать какие-то... Вот посмотрите, есть кнопочка «Создать», например, да, вы видите. Я нажимаю, здесь есть возможность загрузить с экрана, то есть с рабочего стола, загрузить папку с рабочего стола, создать Google документ. Ну, давайте попробуем сейчас. Навигация здесь очень простая, она очень интуитивная, похожа на такой же, на пакет Microsoft Office, который мы с вами используем. Самое главное, нужно обратить внимание вот на эту часть, где написано «Настройка доступа». Если нажимаю на настройку доступа, да, то у меня возникает вот такая документ, надо обязательно дать название, я его даю название. Так, и вот посмотрите, пожалуйста, представьте доступ пользователей. По умолчанию доступа нет, да, то есть если я хочу разрешить, нажимаю здесь «Разрешить», появляется вот такой шарик зелененького цвета, да, и обратите внимание, у меня здесь есть, каким образом я даю возможность людям воспользоваться этим моментом. То есть если я дала сейчас доступ на то, чтобы люди, доступ пользователю, у которых есть ссылка. То есть я кину сейчас вам ссылку, вы можете посмотреть просто как читатель, но внести коррективы в этот документ вы не сможете. Если я открываю эту вкладочку и вижу, я могу вам открыть как комментатор, то есть вы можете читать, но вносить ничего не можете, но оставлять свои резюме вы можете. И также я могу открыть этот доступ к этому документу как редактору. То есть он уже будет открыт для всех, и каждый, кто откроет эту ссылку, тот пройдет и может внести какую-то лепту в общую работу. Вот посмотрите, как это удобно, да? То есть я могу открыть, и эта ссылка будет доступна каждому. Если я, например, не хочу таким образом открывать, пусть у меня будет ссылка чисто так, но я могу дать также эту ссылку людям, например, которые могут и настроить доступ людям, которым я бы хотела, персонально кому-то. Я сюда иду и впечатываю адрес электронной почты человека, с которым бы я хотела вместе работать. Это то же самое. Вот смотрите, вот этот вариант, когда мы персонально отправляем на адрес с доступом, это, естественно, вариант для учителей. Да? То есть мы вместе с вами можем в каком-то документе вместе поработать, совместно создать какой-то материал, какой-то ресурс, и его потом уже где-то представить. Если же мы работаем с детьми, то достаточно будет открыть этот документ чисто как вот для редактора. То есть вот мы «Изменить» нажимаем, да, редактор, и ссылка будет кинута. Вот таким образом это может быть. Так, следующий инструмент, который я тоже очень часто использую в своей работе, это, например, Google презентация. Вот сейчас я показываю те вещи, которые как бы являются базовыми инструментами, они очень часто используются в работе, я думаю, уверена, что для кого-то это не новинка, но в любом случае это очень хорошее подспорье для работы, вот именно проектных работ, когда мы с ребятами создаем какие-то совместные проектные продукты. Вот посмотрите, пожалуйста, то же самое все. Я опять в правом углу нажал на синий прямоугольник, опять доступ, опять я могу открыть для ребят, например, как редактор, да, я нажала как редактор, скопировала ссылочку и отправила эту ссылочку детям, или эту ссылку вставила в блог, который вы видели сейчас, да, как урок, чтобы дети туда зашли и оставили свои результаты своих исследований или результаты своих работ. И таким образом можно очень хорошо выполнить работу. И еще один момент, который тоже очень хорошо используется, например, это Google формы. Google формы является прекрасным инструментом обратной связи. Это наши... Сейчас, секундочку. Это наши, так скажем, опросники, которые мы даем детям. Это очень удобно. Почему? Потому что это... Ну, давайте я сейчас быстренько что-нибудь напишу. Например, ФИО, да, фамилия, отчество. Это я сейчас... заголовок, представьтесь. Представьтесь. Ага. Так, затем, что я делаю? Делаю вопрос обязательным. Внизу делаю вопрос обязательным. Так, потом выбираю здесь текст. Нам здесь не нужно, да? Представьтесь. Все, нажимаю дальше плюсик. И я еду дальше. Например, ваше образовательное учреждение. Вы знаете, вот этим сервисом обучила коллег своей школы, очень удобно, и во время дистанционного обучения было очень легко, например, какие-то срезы с них брать. Причем срез, например, можно с ними договориться сделать
по времени, например, даю на эту работу там какое-то определенное время и закрываю потом, это очень удобно. Вот смотрите, я сейчас вот выстроила достаточно пока 2 вопросов, ну также плюс настраиваем, да. Коллеги, вы знаете, у меня такая вот, ну, так скажем, очень удобно давать людям не всю информацию. Дело в том, что пока вот ты сам за компьютер не сядешь, мышку в руки не возьмешь, сам кнопки не понажимаешь, поверьте, сломать вы ничего не сломаете. Но в любом случае вам надо самим немножко в этом повариться, потому что если вы сейчас посмотрите и думаете, ой, все, сейчас я вот запишу, и все потом у меня получится. Вы понимаете, здесь очень много возможностей. Я показываю сейчас самые базовые, потому что тот период времени, за который спикер выступает и представляет вот эти инструменты, но это достаточно мало, а немножко вас, так скажем, раззадорить, взбодрить, ну, вдруг кому-то что-то понравится. Вот посмотрите, здесь еще есть одна такая штука, которая учителю очень полезна. Ответы. Вот как собирать? Здесь сейчас ответов нет, но посмотрите, здесь есть в правом углу «Создать таблицу». Каждая Google форма привязана к таблице. Мы создаем эту таблицу «Создать». И обратите внимание, все, вот она таблица. То есть, если я сейчас здесь отвечу на вопросы, я не буду отвечать, как положено, хорошо, коллеги? Я просто вот сейчас просто вам покажу, просто вот так, оп, сделаю, чтобы, вот, я отправила. Волшебным способом это прилетело сюда, видите, да? То есть, по идее, это все очень быстро. То есть вы загрузили свою работу, выстроили какой-то тест по какому-то предмету, и тут же его можно проверить. Тут же. Причем, если вы погрузитесь в эту, вот, подружитесь с этим инструментом, в сети очень много сейчас обучалок есть, как работать с Google таблицами, как работать с формами. Там очень много таких интересных плюшек есть, которые вам пригодятся в уроках. То есть можно выстроить даже формулу, настроить на правильный ответ, на неправильный. Ну, то есть вот эти вещи, они очень полезны. Моя задача сейчас вам только показать эти сервисы для того, чтобы вы их взяли в работу. И еще один очень интересный инструмент, который я тоже использую. Вот знаете, да, есть такая вещь классная в школах у многих, интерактивная доска. А есть онлайн-доска, да, этих онлайн-досок много. И сервисов, которые представляют онлайн-досок, тоже очень много. Я, например, очень люблю, тоже есть такой формат в Гугле, это Google рисунок, я его называю, или интерактивный рабочий лист. Посмотрите, здесь это вот обычный лист, можно вставить все, что угодно, там изображение загрузить с компьютера, да, любое там, ну, сейчас рабочий стол, мы сейчас что-нибудь поищем, да, какую-нибудь фотографию, там, технологию, давайте синичку вот эту загружу, так, открыть. Вот она, синичка. Сюда можно вставить какой-то, представьте, вы сделали работу, да, несколько птичек, да, а так как это интерактивный рабочий лист, вы можете детям дать задание, сгруппируя этих птичек, например, зимующие и перелетные, да, то есть вот много-много таких птичек здесь сделать. Вы понимаете, ну, очень много разных вот вариантов. Во время пандемии я часто использовала этот рабочий лист, я давала работу, делала Zoom, делила на группы, и группам давала ссылки. Вот ссылки вот на такие задания по русскому языку, по математике, действительно, во-первых, они очень быстро делаются, и, во-вторых, интересно. И также дети могут сделать какие-то вещи. Посмотрите, та же самая кнопочка в правом верхнем углу, настройка доступа, да, ну, тут требует название опять. Сохранить. И то же самое, если вот мы с учителями что-то вместе хотим сделать, пожалуйста, сделали, например, красивое расписание, разместили в блоге или какое-то объявление, то же самое. Ну, то есть можно скачать, вот посмотрите, если вот, например, посмотрите, я сейчас поработала, да, я нажимаю сейчас на недавнее, и все те вещи, которые я открывала, посмотрите, они все у меня здесь отразились, все. То есть вот я открывала и Google презентацию, и Google таблицу, и все оно отразилось. Ну вот как пример, да, вот у меня сегодня буквально с утра открывала, как дети решают, например, задачки, решали задачки на движение. И вот дети сразу решили, я сразу это дело им показала, и мы вместе с ними отметили, и тут же проверили. Это вот если дистанционный формат. Также через Zoom демонстрацию экрана. То есть очень быстро. Ну, давайте сейчас вернусь к презентации. Если какие-то... обратите внимание, да, смотрите, вот оно у нас хранилище, оно у меня уже почти заполнено, 15 гигабайт
все облачное хранилище, поверьте, это очень много, поэтому я думаю, что это очень хорошая вещь, которая у нас как бы должна работать. Вот он, интерактивный лист, который я хотела вам показать, вот посмотрите, пожалуйста. Вот задачки на движение, дети спокойно передвигают и потом отчитываются по работе. То, что они сделали во время дистанционки. Это вот я использовала во время дистанционного обучения. Очень удобно. Так, ну что, я сейчас вернусь, наверное, к презентации. Скажите, пожалуйста, вам презентация видна сейчас? Да, видно. Видно, прекрасно. Итак, я постаралась вам сейчас доказать, что это просто и удобно. Возможность обратной связи, очень быстрый отклик тоже может быть. И еще возможность совместного редактирования. Это самое важное, то, что есть во время нашей с вами работы, когда мы можем работать учитель-учитель и учитель-ребенок-родитель. То есть это тоже очень все хорошо. Коллеги, ну а сейчас я бы вам хотела представить такой небольшой кейс, который я называю проект «Виртуальная экскурсия по Золотому кольцу России». И это у нас онлайн-история. Посмотрите, пожалуйста, в этой истории у меня работало очень много инструментов Google, которые вы сейчас увидели, ну и также еще некоторые ресурсы, тоже, которых я вам сегодня немножечко покажу. Итак, «Золотое кольцо России» – это у нас тема по окружающему миру. Школа УМК, Школа России, экскурсия по Золотому кольцу, автор Плешаков. И посмотрите, пожалуйста, предварительная подготовка, как у меня все это проходило. Значит, первое. Распределение ролей в проекте, экскурсоводы и эксперты. Вот посмотрите, каким образом это проходило. Если посмотреть на карту, то мы с вами увидим, что городов Золотого кольца достаточно много. А формат бесплатного зума, пакет бесплатного зума – это 40 минут. За 40 минут, естественно, объять необъятное невозможно. Поэтому я запустила Google форму, где я предложила детям выбрать. Ну, сначала, какой город им понравился, какой город их заинтересовал. Это первое. И второе, какую бы роль в проекте они бы хотели быть, кем бы они хотели, экскурсоводом или экспертом. Я загрузила Google форму, предложила детям сделать вывод. И тут же, на этом же уроке, так скажем, я зашла в ту таблицу, которую я вам сегодня показала, и мы с ребятами прекрасно все определили, какие города у нас работают, например, на этом уроке 4 города, кто у нас экскурсовод, кто у нас эксперт. Единственный один момент хотела бы сейчас отметить. Экскурсоводы – это, получается, командная работа. Они получали инструкцию, то есть по городу у них был план работы, они работали, мы с ними выбрали такой сервис, как Linet, это онлайн-доска. Почему я взяла его? Потому что онлайн-рисунок все-таки маловат. А презентация, Google-презентация, я решила их научить просто другому сервису, потому что если все время сидеть на одном и том же, мы пытались сделать какую-то работу так разнообразной. И вот эти онлайн-доски, Lino, сервис такой, онлайн-досок, они содержали уже инструкции, по каким инструкциям нужно было заполнять эту доску. Также был оценочный лист, как они могут себя оценить, готовы они или не готовы. Но это была командная работа. Вот именно вот в этот момент они встречались в мессенджерах, где репетировали, где готовили, то, что у них тоже были роли, кто-то командир, который распределял информацию, договаривались, каким образом они загружают. Я вам потом покажу один из городов, как был оформлен. И эксперты. А эксперты – это одиночная работа, то есть каждый выступает за себя. То есть эксперт должен подготовить вопросы по какому-то определенному городу. И также в конце работы защиты команды также была запущена Google форма, где дети должны были оценить, например, по пятибалльной системе или определить, нет, по десятибалльной, не стала пятибалльную систему делать, по десятибалльной системе оценить, как выступила команда, как защитила и как ответили на вопросы. То есть вот эти вещи, они очень хорошо работали. То есть получается формирующее оценивание, мы, естественно, всегда не забываем про него. Затем определили маршруты экскурсии, это понятно, оформление визиток как раз про то, что я сейчас сказала, и встречи группы, консультации с учителем. Да, было несколько консультаций, потому что это была работа, так скажем, достаточно объемная, и я такой же учитель, как, я полагаю, многие, кто сейчас слушает, у нас есть родители, которые тоже боятся, что дети что-то недопонимают. Естественно, консультации с учителем я проводила, они были. И вот сейчас посмотрите, пожалуйста, вот
Первое, погружение в проект. Мы зашли на Google карту, и я им показала, что это такое, вот где эти, почему это так называется «Золотое кольцо». Я вам сейчас готова показать кусочек видео, только скажите мне, слышно, видно и так далее. Все, видно сейчас мой экран? Коллеги? Да, видно. Угу, я включаю. Так, сейчас, секундочку. Вот. Сейчас, секунду. О. Что-то не загружается. Коллеги, вам видно? Видно. Видно, да? Мгм. Почему не воспроизводится? Коллеги, у вас видно или не видно? Видно, но не воспроизводится. Это должно... Все, я поняла, сейчас, секундочку. Я поняла, что у вас нет сейчас... Так, сейчас, секунду. Угу. Надо сделать, разрешить... Сейчас, секундочку, я попробую сделать сама. Если нет, тогда вы мне поможете, хорошо? Так, демонстрация экрана. Так, совместная... Угу. Так, вот, совместное... Все, сейчас должно показывать. Секунду, я потеряла, сейчас я заново найду все. Ребята, посмотрите, я карту сейчас Слышно? приблизила. Ну, во-первых, что бросается в Да, глаза? все воспроизводится, все хорошо. Города. Реки, озеро. Озера, большого водоема нет, да, как в предыдущих вот городах, которые мы с вами сейчас посмотрели. Но зато там есть речки. А какие речки, ребят? Здесь есть название? Да. Клязьма называется эта река. Ребята, посмотрите, вот он объект, про который говорила Наташа, он даже на карте расположен. То есть люди, когда выбирают себе путешествие, да, маршрут выстраивают, то есть они на карте могут уже увидеть какую-то достопримечательность, которую захочется посмотреть. Посмотрите, я нанесла сейчас пальчик, поднесла мышкой на эту метку, и посмотрите, что у меня вышло. Золотые ворота, посмотрите, Владимир, да, Музей культурного наследия. То есть это очень важная достопримечательность, которую нужно всем увидеть точно. Итак, ну что, поехали дальше? Какой следующий у нас город, ребят? Углич, давайте. Углич сначала. Ага. Поехали в Углич с вами. Итак, опять Ярославская область, ребят. Опять Ярославская область. А вот он у нас и Углич. Так, что бросается в глаза? Озеро Волга. Это не озеро, а Волга это что у нас, ребят? Это река, конечно. Это река большая, водоем большой. Ульян, прочитай нам интересный факт об Угличе. Углич – город в России, административный центр Угличского района Ярославской области. В 13 году Веке. В 13-м по... Какой это век? в 13-м по... Ага. Помогайте, ребят, какой это век? 16-й, молодец. Ага. Город расположен на реке Волге в 200 километров В 200 километрах, ага. 200 километров к северному востоку К северо-востоку. от Москвы. Ага. В 97 километрах к западу от Ярославля. Угу. Туристический центр на Золотом Золотого кольца. Обратите внимание, на карте здесь тоже есть метка, ребята, обратите внимание. Что это такое? Читайте. Углический Кремль. Ребята, вот вам не кажется, что есть что-то общее среди тех городов, которые я вам показала? Что вы сейчас вот каждый раз смотрели? На что? Вот какие достопримечательности в основном были? Что я вам сейчас показываю? Храмы, конечно. Ребята, храмы. А как вы думаете, почему именно храмы? Почему их там так много? Это маленькие Потому что это старинные города.
Правильно, это маленькие, но старинные города. Ключевое слово «старинные». Итак, отправляемся еще в один город. Какой у нас город? Кострома. Кострома. Ярославль, потом А кто-то не слышал. Разве мы в Ярославль еще не ходили? Я был, Да, ну ладно, сейчас посмотрим. Итак, отправляемся в Кострому. Вот она, Кострома у нас, ребят, посмотрите. А Кострома-то у нас... Ребят, обратите внимание, какая река-то объединяет все эти города? Посмотрите. Волга, конечно. И давайте я сейчас приближу Кострому, и вы мне скажете, на что похож внешний вид Костромы. Не буду так близко приближать, посмотрите, на что похоже. паутину. Вот кто-то сейчас сказал. На веер. Ребята, очень интересная история по поводу планирования Костромы. Вы это в учебнике прочитаете. Почему именно такое расположение у Костромы? Вы узнаете об этом в учебнике точно. Ну что, едем дальше? Итак, все. Пока. Татьяна, Ага, да-да-да. осталось пару минут буквально. Ага. Итак, коллеги, посмотрите, пожалуйста, у нас с вами, вот о чем я говорила, да, это вот как раз та таблица, про которую я вам говорила, это как раз вот именно вот роли в проекте, о которых я рассказывала, вот выбор с левой стороны, это дети выбирали, и правая сторона, так как мы отработали с этой табличкой. Так, следующий момент у нас, вот она страничка, о которой я говорила, каким образом была составлена вот эта вот страница города, представлена визитная карточка города. Обратите внимание, план, обратите внимание, лист самоконтроля, обязательно источники информации, это тоже обязательно. И вот, пожалуйста, лист самоконтроля, который был у ребят, вот была вот такая бланка самооценки, ну здесь не важно, что Сергиев Посад, разные города были, и вот дети отмечали самостоятельно, вот заливали ячейки, то есть по готовности. Это было сделано в Google документах. И, соответственно, еще один момент не сказала, но времени уже, скорее всего, не хватит. Коллеги, Google карта, я о ней не говорила так подробно, как о предыдущих инструментах, потому что она, так скажем, не так часто ее можно в уроках использовать, но на Google карте можно даже сделать сетевую игру. Такая игра была у меня разработана, «Города-герои», посвященная Великой Отечественной войне, 75 лет в том году мы провели. Карта была как игровое поле. Каждый город, это был ссылка, меточка содержала ссылку на доску Лина, в которой было задание. Задания были разного формата. Это было или видео, или текстовый какой-то формат, или текст песни. И внизу вы видите опять ответы и вопросы. Это Google форма. Каждая Google форма содержала концовку. Обратите внимание, в правом верхнем углу. Это уже как будто бы вот ответили на вопросы вот этого этапа. И содержала опять ссылочка на Google карту, которая как бы опять людей возвращала на то место, откуда начинали. И вот пока все города не пройдут, игру нельзя было закончить. Итак, коллеги, а теперь практика. Еще раз говорю, обратите внимание, белый лист. Все начинается именно с вас. Если вы будете использовать в своей работе, пробовать, ошибаться, но пробовать, у вас все получится. И хотела бы еще сказать вам, сейчас, секунду, все, последний слайд у меня, где меня можно найти. Вы знаете, есть группа в Фейсбуке. Я в Фейсбуке очень активничаю, это мой аккаунт в Фейсбуке, есть аккаунт ВКонтакте. Меня, в принципе, можно найти везде, где есть активные педагоги, потому что я всегда стараюсь быть в числе них. Итак, я останавливаю демонстрацию экрана. Мне сейчас интересны вопросы. Я надеюсь, что сегодня для кого-то я что-то интересное открыла, что-то люди увидели. Итак, пожалуйста. Татьяна Анатольевна, у вас есть вопрос в чате. Да-да-да. Можете посмотреть. Так, сейчас смотрим. Так. Так, я пока не вижу. Так, Могу зачитать, если вам. Я просто начало не вижу. Сейчас, секундочку. Так, наверное, вот здесь. Значит, насколько... про игры не ко мне. Точно я видела этот вопрос. Так, ждем. Угу. Так, добрый день. Где можно найти готовые презентации для проведения уроков? Благодарю. Ну, в интернете забиваете тему урока и так далее. В YouTube тоже очень много. Тему урока вносите, и любой материал вы находите. Вы знаете, сейчас очень много полезного материала. Есть такой сайт, платформа учи.ру, Яндекс.Учебник. Вот эти платформы очень активно и занимаются именно разработкой ресурсов именно к урокам. Отличные ресурсы, используйте.
Так, да, действительно, это очень интересный ресурс и полезно не только во время пандемии, да, действительно полезно не только во время пандемии, я использую их постоянно. И внеурочка, сетевая деятельность, и, кстати, родители тоже этим очень довольны. С чего нужно начать педагогу для того, чтобы освоить эти ресурсы? Ну, с чего начать? Под лежащий камень вода не течет. Еще раз говорю, получить аккаунт Google, зарегистрироваться в Google, сделать так, чтобы эта почта стала для вас рабочей. Вам нужно подружиться с этим аккаунтом, потому что, знаете, как люди обычно создают этот аккаунт Google разово, и потом уходят или на Mail, или YouTube, или в Рамблер, или в Яндекс. Нет, он должен быть рабочим для того, чтобы вы освоились этим пространством. А потом уже, поймите, вы ничего не сломаете. Вот вы сами можете. Сейчас очень много инструкций, очень много. В любом случае, что не знаете, как всегда сейчас все говорят, ну прогугли. Но это очень легко и просто. То есть я думаю, что было бы желание. Так, признайтесь, как долго вам понадобилось, чтобы со всеми этими программами были на «ты». Вы знаете, ну я же говорила, что с 2010 года, и так как я активный участник группы по созданию сетевых учебных проектов, сайт началка.ком, поэтому, естественно, сейчас я с ними уже давно на «ты». Но, вы знаете, было бы желание, остальное будет. Если вы не начнете прямо сейчас, вот сегодня, вот с такого, так скажем, энергетического пинка, то попробуйте, начните. Значит, Татьяна Анатольевна. А что случилось? так, у меня еще... Большое за интересный доклад. Все. Вопросов больше нет? Все, если что, пишите. Обязательно. Уважаемые спикеры, хочу выразить благодарность за интересные доклады, а также хочу выразить отдельную благодарность за поздравлением министру просвещения и языковой политики Республики Абхазия Габре Иналу Соломоновичу. Очень приятно, спасибо. Всего доброго. Сегодня завершили доклад первого дня конференции, завтра мы продолжим. Оставайтесь с нами.